На митинг, посвященный 88-й годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андреяна Григорьевича Николаева, прибыл глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. «88 лет назад здесь, в селе Шоршилы, на свет появился он. Человек, благодаря которому древняя мечта чувашского народа стала явью. Трудно передать словами ликование, охватившее жителей нашего края, республики, страны и мира, узнавших, что 11 августа 1962 года на орбиту Земли выведен космический корабль «Восток-3», пилотируемый славным сыном чувашского народа Андреяном Григорьевичем Николаевым. Наш земляк дважды доказал, что возможности человека неисчерпаемы. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши школьники, дорогие гости, родственники Андрея Григорьевича Николаева. Я признателен всем вам за то, что по зову сердца ежегодно вы приходите в этот мемориальный комплекс для того, чтобы отметить несколько таких исторических дат. Сегодня на самом деле тоже историческая дата, день рождения нашего легендарного великого сына народа Чувашии. Чувашская земля взрастила покорителя космоса, вселенной. На самом деле, после всего того, как состоялся полет, и он сам был рад и счастлив, потому что, с одной стороны, он
исполнил свою мечту, мечта его сбылась. А с другой стороны, чувашский народ поднялся на мировой уровень. Маленькую Чувашскую республику узнали и все страны мира. Это очень значимо. Это вообще историческое событие. С другой стороны, мы очень много инвестиций с его помощью привлекли для развития и экономики, и социальной сферы. Это я говорю вот молодежи, чтобы знали и понимали значимость Андриана Григорьевича Николаева. Кроме полета в космос, он много сделал для развития воздушно-космических сил, для развития ракетного строительства. Это тоже очень важно. И касаясь уже молодого поколения, наших юных космонавтов, они многие хотят и повторить, я рассчитываю на это, как раз вот ту значимость нашего великого сына чувашского народа Андриана Григорьевича Николаева. На самом деле человек почему добился? Вот если взять и перечислить, был очень целеустремленный. Это во-первых. Во-вторых, был очень трудолюбивым. В-третьих, был очень честным и порядочным. Можно вот эти сильные стороны еще перечислять, хотя вы читаете, изучаете, в музее бываете, дорогие наши школьники. Вот эти человеческие качества дают любому человеку сделать добрые дела, делать хорошие поступки, жить в мире и согласии, знать историю, знать наши традиции. И это помогает всегда преодолевать любые трудности. Но касаясь вообще наших таких исторических знаменательных дат, мы, конечно, ежегодно собираемся, достойно отмечаем День космонавтики. Вот здесь в мемориальном комплексе есть аллея, сейчас еще реконструкции проводим. Мне сейчас Александр Николаевич, министром культуры, доложили, соответственно, как это будет благоустраиваться. А те космонавты, которые знали Андриана Григорьевича, они приезжают, прилетают в течение года несколько раз. Они вспоминают своего друга. Вот недавно мы тоже достойно отмечали 55-летие полета его в космос. Практически 33 года он полетел в космос, покорил Вселенную. Но с первой бригады остались только 3 живых. И вот Волынов Борис Валентинович недавно с супругой приезжал, они рассказывали, какие вот, были трудности во время подготовки, разные камеры. Это надо было, просто говорит его друг, вот Волынов, это надо было иметь столько мужества, выдержки, выносливости, характер для того, чтобы идти поэтапно к полету. Вот это тоже историческое событие, которое вот его друзья рассказывают. И много будет у вас еще встреч с другими космонавтами. Их надо внимательно слушать, задавать вопросы. И, соответственно, быть достойным просто гражданином нашей любимой Российской Федерации. И я рассчитываю на всех тех друзей, которые его очень хорошо знали. Когда он встречался с нашими жителями Чувашской республики, он всегда любил посещать школы, любил посещать заводы, встречаться с народом, разговаривать с людьми. Это тоже его человеческие качества. Поэтому мы с каждым годом вот эта значимость нашего космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерала-майора авиации, летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева только будем поднимать с каждым годом на другой уровень. Он жив в наших сердцах. С одной стороны, его нет среди нас, рядом с нами. Это, конечно, невосполнимая утрата, горестно, но с другой стороны, он жив всегда в наших сердцах, потому что мы его вспоминаем ежегодно и неоднократно. Это дает нам дополнительные силы
дополнительно мы получаем энергию и духовную силу для того, чтобы лучше работать, лучше учиться, заниматься развитием реального сектора экономики. А эти добрые дела, они должны передаваться будущему молодому поколению. Потому что мы вместе с вами строим будущее. Мы вместе с вами смотрим на перспективу. Для того, чтобы качество жизни у людей улучшалось, чтобы над нами было всегда голубое небо, и тем самым мы, конечно, будем жить в мире и согласии, и стабильная общественно-политическая ситуация на многие годы будет сохранена. Спасибо большое за то, что вы знаете историю, дорогие наши дети. Вы любите эту землю, вы настоящие патриоты нашей любимой России. Спасибо. Слово предоставляется главе администрации Мариинско-Посадского района Анатолию Аркадьевичу Мясникову. Ругон Китепин Михаил Васильевич. Пинбада кильня уявлама кназем. Ялда бурнаган шамраксем. Чинахта пимжин баян пызык пальдердишлигун. Пирни чаваш сейн пурныже чинахта историнжен охсасын пичемыл булман. Анжакта пинде дохожил утмыл икамышулда Андриан Григорьевич Тюбеневичсе ухсагайны хыщен пирин чавашцем жень саманазым улжын на демелле. Ибир чинахта тебір жүхне кальтах выданжы крахта боль піріміш вырна духма хойман анжакта пинде дохожил утмыл икамышул хыщен пирин чаваш пинбин шамрыгызем, херзембегачызем, пачахурухлова пухма бушлана пурнышине. Вазем хазин пурнышичне урухлабахна, телевизем жине урухлабахна, паттерран, пызык телевизем дратна Андриан Григорьевич Пегех. Мен жениха эбачагамбек шутладып. Мен жендезесен ибирде Андриан Григорьевич Пегех шак шербе журет пар. Волдашак сывлышпах, сывлаза юсне, волдашак шылзынченех, шывышсе юсне, волдашак илемлік пех, пықса шиденне. Шағымбада иберде Андриан Григорьевич Пегех паттыр бұлма бұлдарған шамраксем дезі жұтлады. Унзыр бұшне мангалас келет Андриан Григорьевича да чуратна чыважамыжы. Чыважашы ына оспарза шидиндерне. Шағымбегех ибирде чывашсем, пере чыважамыжызем, шуратса чыважашызем үстерне. Шағымбада мангалас келет, ибирде Андриан Григорьевич Пегех пір челхебе қалажат пір, чываш челхебе. Шағымбада эбі мұқтанадып, хам чываш пулнебе, шутладып, изерде Шағымбегех пулдезе. Шағымбада иртне тапқырда, теттем гедессинче, ялзинче, шуралны шамрыксем, Андриан Григорьевич Шагамбек паттыр, шидинютуны хыщын, хойзинеде урхла дуйма бушлана. Хойзем валиде пызык телевзымларца бурнышлана. Шамбада манын паянхигун, пиде пызык тавзымаге галас келет Андриан Григорьевича. Пирин чываш шыржывне Шагамбек шүллі жаяшеклене жыл. Шагамбада манын пурин уменче де галас келет. Чываш халыге малашне де далынза быдыр. Чываш шыржывы илемлензе быдыр. Пирин булдыр пызык шиденюзем. Эбі біледіп шагында дараган ажазым кушынче де Шагамбегех Андриан бек паттыр жинзем пулашы, шиденеші. Чываш шыржывы Шагамбегех хойын маттуррыне кыдарды. Эбі жұтладып шагында бенбедірайт олимп чемпионки Елена Николаева. Волда хой ажапча болны жүхне Шагамбегех Андриан Григорьевич Николаевын пызык шиденюзіне бурза олимп чемпионки булзадына бүлдедіп. Шактеслікте пирнжин паға. Паян хикун пурнеде шагында буштарны жинзине. Паян Андриан Григорьевич Николаевын шуралны күнне палы дума буштарны вырынды жинзинеде, килне хыназынеде, пурнеде чун жеререн
Салам. Кавдабуш. От депутатов слово предоставляется олимпийской чемпионке Елене Николаевне Николаевой. Дмитрий Михаил Васильевич, ендешсем, кундагильный ханазем. Чанахтанде депутат полномочий Чемалданах Калаза Барашин. Государственный совет Чувашской Республики день. Урнеде зире салам. Чувашла галаш намай, чанахтайбер. Шак шыржинже бурде. Шуралны, шуршыл халыхе, ханазне яланах тарават кытсейлет. Волбаян хикун, Андриан Григорьевич шуралны гунне, хаваспах сабындах паллыдывать. Спортсмен де баян, хызень пулдарух некдартрыш. Шавын бадаман шамрык ырву патне калазах варас келет. Андриан Григорьевич Николаев хый тенже ушлых нет тухный велем. Хын паттырлых негодарытнан жахмар. Был тван жыржыв чапне чываш халық ятне шүлді жерешекленем. Шамын бада ибир он мухтанат бір сиреде шамындыгех калазах варас келет. Унын теслихи белем. Войлыда ширіп біренюре лайық кыдар тузем кыдарса. Спортра туслы булза. Хыбыр умында телевизионе лартны биян жахмар, бізен батне табылдатмалла, бізіне шендермелле. Бара бурнышра нумай-нумай үзімзем булашы. Спортра жешмар, космосра жешмар, тада пөдем пурныш удымезіне лайықрақ ұсыдықма был булыжым. Дорогие друзья, мы сегодня гордимся, земляки, своим героем. Я хочу от всей души пожелать всем доброго здоровья, всех благ. Андриан Григорьевич для нас всегда он на небесах, всегда пусть будет звездой для нас и светить и для молодежи, и для ветеранов, чтобы наша гордость, наша история никогда не забывалась. Приезжайте в гости всегда к нам, мы всегда будем рады. Слово предоставляется президенту Ассоциации выпускников Казанского авиационного института имени Андрея Николаевича Туполева Николаю Петровичу Горбунчикову. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, Андриан Григорьевич оставил яркий след в развитии космонавтики. Много он сделал для развития нашей республики. Огромен его вклад в организации движения юных космонавтов у нас в Чувашии. Это уникальное движение, которое имеет огромную роль в воспитании патриотов нашей России и развитии детского и технического творчества. Многие ребята, прошедшие обучение в этих в отрядах юных космонавтов, поступили в авиационные вузы, военные училища, в том числе летные, стали хорошими специалистами. Хочу выразить признательность от имени Ассоциации выпускников КАИ сотрудникам этого комплекса Музея космонавтики в работе по развитию движения юных космонавтов, в том числе и в первую очередь Александру Николаевичу, а также тем учителям-энтузиастам, которые готовят ребят, занимаются ими, дают свою часть своей души по воспитанию молодежи и привитию им любви к авиации и космонавтике. Хотелось бы отметить, что буквально при проведении на прошлой неделе, когда был День знаний, открытый урок, который проводил президент России Путин со школьниками, он там отметил значение развития для России авиации и космонавтики и надежду на тех ребят, которые сегодня сидят на студенческих, школьных скамьях, которые со временем будут прекрасными специалистами и составят гордость нашей России. Хочу поздравить вас, дорогие ребята, с знаменательным днем. Мы отмечаем сегодня день рождения нашего космонавта, нашего земляка. Хочу пожелать вам
здоровья, удачи, чтобы вы стали настоящими патриотами нашего Отечества. И хорошо учитесь и будьте достойны памяти нашего героя-земляка. Удачи вам! Слово предоставляется председателю комитета ветеранов космодрома Байконур, заместителю председателя Чувашской республиканской организации «Российский союз ветеранов вооруженных сил», участнику запусков первых космонавтов, ветерану военной службы, полковнику в отставке Евгению Николаевичу Южалину. Дорогие товарищи, очень много было сказано теплых слов и вступительных слов главы республики. Я хочу, как участник запуска всех первых космонавтов, хочу рассказать, как это было, потому что ветеран уходит из жизни и уносит с собой тайны тех времен, тех событий, которые были. Почему мы так, и все мировое сообщество, мы вот здесь собираемся и славим, и отдаем дань нашему Андриану Григорьевичу? В чем дело, как это было? А дело в том, что после запуска первого спутника у Королева рождается идея запустить человека. Из 3500 человек там отобрали 20 наилучших. Из 20 отобрали гагаринскую шестерку 6 человек. Для того, чтобы успешно готовить к первому запуску первого человека. Именно в первую шестерку вошел и по третьему номеру вошел Андриан Григорьевич. Запустили Гагарина, запустили Титова. При запуске Титова у него были со здоровьем неприятности с вестибулярным аппаратом. То есть дальше было запускать без исследования нельзя, невозможно было. Тогда у Королева рождается идея запустить 3 космонавтов, 3 человека. Для того, чтобы определить, то ли это было у Титова со здоровьем что-то, с его, значит, вестибулярным аппаратом, то ли действительно невесомость. Это впервые было в мире. Как влияет на организм человека? Можно ли работать в условиях космоса? И вот тогда, значит, он запросил 3 корабля, Вершинин, главком ВВС, разрешил только 2. Отобрали 12 человек, готовить 2 экипажа, запасные, и потом отобрать из них лучших. Потом оказалось, из 12 оказалась 7, великолепная 7, куда вошли Попович и Николаев. Там еще был Комаров, Волынов, который недавно к нам приезжал, Шонин, Нелюбов Григорий. Вот. Впервые, значит, я познакомился с Николаевым 25 марта 1960 года, когда первая шестерка молодых ребят, таких одинаковых, летчиков, ну они все разные, все одинаковые, по росту, по весу примерно, так, вот. Ну все они отличались друг от друга. И вот, значит, подготовка прошла Гагарина, Титова, все это нормально. Теперь, значит, нужно было готовить самый трудный полет, потому что перед Королевым стояла задача, то ли мы будем дальше запускать корабли, то ли, значит, была у него позиция среди ученых, большая позиция, которая говорила, что нужно сначала исследовать все это, то есть прекратить запуски людей, зачем губить людей. И тогда, значит, вот именно было 2 экипажа, это, значит, командир Николаев и командир Попович, для того, чтобы запустить их одновременно ровно через сутки. Но для Байконура тогда, товарищи, это была очень архитрудная задача, потому что развитие, то есть состояние той вычислительной техники, измерительной техники не позволяло сразу сопровождать 2 корабля. Невозможно было ни у нас, ни в Америке. Было 2 постановления правительства Советского Союза, чтобы, значит, именно оснастить Байконур новейшей вычислительной техникой, новейшей измерительной техникой, чтобы можно было, когда запустили мы, значит, Николаева запустили, ровно через сутки должны были запустить Поповича. Но должны были запустить тогда, когда, чтобы именно Николаев проходил ровно над Байконуром. Тогда, значит, мы должны были осуществить запуск Поповича. Но для этого нужно было знать точно орбиту Николаева. И вот, значит, 11 августа в 11:30, сильнейшая жара, я имею в виду по Москве в 11:30, запускаем Николаева, очень успешный запуск, все сработало нормально, хорошо. Определили параметр орбиты и стали готовить Поповича. Значит, не ровно через сутки, а со сдвигом, значит, на 28 минут в 11:02, следующего 12 августа, мы, значит, запускаем Поповича Павла Романовича.
и так точно вывели, что они на прямую видимость вышли. И когда, значит, они оказались в космосе, значит, Попович говорит: Андрюша, я вижу тебя. Но Андрей Григорьевич был очень дисциплинированный человек, говорит: я не Андрюша, а я Сокол. Да ладно, Андрюш, мы здесь одни в космосе, такой высоте, кто нас видит. Типа, ну ладно, это дело просто... То есть Павел Романович любил пошутить даже в космосе, а вот черта была, значит, Николаева, он все делал правильно, по закону, как положено. Я что хочу сказать, вот этот вклад, значит, Николаева в этот полет, он, ну, почти четверть суток был, значит, в космосе, Попович 3 суток. Они вернулись в полном здравии, и этим самым доказали, что именно в космосе можно, ну, я имею в виду на востоках, на кораблях «Восток», на одном месте, которые здесь стоят, вот, можно работать в состоянии невесомости до 10 суток. Это был феноменальный, исторический такой, будем говорить, опыт, значит, такое заключение. Ну, там, конечно, еще от ремней отстегивался, от кресла. Это все вот, впервые в мире первый человек, Андриан Григорьевич, это летал, собственно, находился в невесомости. Тут иногда говорят, он скафандр. Нет, скафандр он не снимал, нельзя было снять в этом. А он просто отстегнул и почувствовал состояние невесомости. Этим самым, то есть он побил 2 мировых рекорда космических, потом дальше продолжал работать, и перед ним стала новая задача. До этого, значит, 2 американца, они перекрыли все наши мировые рекорды. Это Борман, Фрэнк Борман, он 260 оборотов сделал, значит, это американец. И тогда, значит, Николаев вместе с Севастьяном готовит новый дерзновенный полет на Союзе-9 для того, чтобы доказать, не просто побить мировой рекорд Борман, да нет же, а просто показать возможности человека, сколько может работать на Союзе, на Союзах. Они как раз пробыли около 18 суток, тем самым доказали, что да, работать на Союзах можно 18 и более суток. Это, значит, как называли тогда, значит, феномен Николаева. Конечно, ему на здоровье очень сказалось. Вот. И я сегодня пользуюсь случаем, что присутствие главы республики. Через 2 года мы будем отмечать 90-летие полета Николаева. День рождения, прошу прощения, да, я говорю о полетах, а значит, день рождения, да. Я хочу обратиться к Михаилу Васильевичу, приложить усилия и силы, пока он глава республики, то есть книгу издать, вот она 1 том, 2 тома будет, «Феномен Николаева». Сейчас много там стихи, там выходят очереди, статьи. Вот все эти притоки собрать в одну мощную реку и показать феномен Николаева. Это явление в покорении космоса, явление в науке, явление как чувашского народа. Это будет самый такой труд, который, значит, именно увековечит память Андриана Григорьевича именно и в мировой науке, и среди, значит, нашего народа. Я хочу еще обратиться вот к молодежи. Ребята, мы проводим здесь николаевские чтения. Это, будем говорить, такой трамплин, та стартовая, та пусковая установка, с которой вы можете именно ощутиться в мире космонавтики, в мире невесомости. Я вот был в Саратове был, меня приглашали на празднование 55 лет полета Гагарина. Там проводят гагаринские чтения. На самом деле, да. Вот давайте мы тоже немного уровень поднимем этих, значит, николаевских чтений. Тем более у нас есть такой прекрасный музей. Тем более скоро будет планетарий. Для того, чтобы мы могли выйти на уровень, федеральный уровень, российский уровень и показать, что мы действительно или можем идти в науку, или можем идти, значит, в космонавтику, как космонавты, и продолжить дело, начатое Андрианом Григорьевичем. Поэтому я вот обращаюсь к вам. Давайте дерзать, давайте учиться. Вам здоровья и всего самого доброго. Спасибо. Слово предоставляется отряду юных космонавтов Шоршелской средней общеобразовательной школы. Мы юные космонавты Николаева, славного космонавта потомки, ищем себе дело по плечам, стараемся учиться на 5.
И вот на Андреяна я гляжу, был дважды звездным гостем, смелый сокол, и, подойдя к земному рубежу, землей любовался издалека. Вы позвали нас в космическую тьму, и стали вы для нас примером окрыления. Мы, юные космонавты, даем клятву здесь, в родном краю. Мы окрыленно жить и мыслить будем. Новые ракеты возведем, чтобы они облетели Марс и славою земной обогатим. Мы славу нашей Родины любимой. Леди, Николаев яче, пурщолдерзем ушканенче. Тинчемер уменчи хваче, яланлах перенчунценче. Чуваш черживе, шуршал яле, Андриана меня мере, у прозаторе в халенде, выходи сам на щак щере. Щамра космонавтем, тепчер, веренер, татыс и писар, спортпаду слажер, шумшак хевдизер, каяйман шылдырзем потне. Кеш вун, чуваш матуре, шюре космос равишься, ударми, чуваш шерживе, хадерлеть, щень под торзем. Андриан Григорьевич Николаев учил быть честным перед собой и людьми, учил быть беззаветно влюбленным в дело, которое выбрал. Так пусть в наших сердцах всегда горит имя славного сына чувашской земли Андрияна Григорьевича Николаева. Приглашаем участников митинга пройти в часовню и возложить цветы на могилу нашего славного земляка.
Васильевич. Чувашла саламларга педем галара Андрей Григорьевич Николаевич Ромерзеве. Баян кигун ирин пиде байлагун манжандезесен сагар вон сагар жулгаялла пирин чуваш шережинже Андрей Григорьевич Николаевич Ромерзеве. Подвал пиде ишен булна пиде таза чунба темеле ижеды цасында вишне жидерне шавнамай космозавистегайзасын пинде дагышыр отмулы кемешулда вал пирен Чаваш республикине Чаваш халқыне педем ченже жайынче чабагларына манжандезесен ебир педжек республика пире ытлаши билзегайман вот вал космозагайзных ишен Андрей Григорьевич космозагайзных ишен пирен Чаваш халқыне педем тенже белне вот вал пиде вайла пулом она смахпа галаза дермедеевар манжандезесен это бесценный вот такой факт. Мы еще, наверное, не осознаем до конца, где заглашен выросла. Чанарахта ебир шулдалакне темиже жамбек лаях митинг иртеретпер. Буйникемыж апрелинче день космонавтики иртеретпер. Вишемыж июлинче вал вильнигун унан кунне азынза терлетесле мероприятием терлетесле шерде пулым иртерзе бир шамрак сене калаза баратпер. Камбал берин Андрей Григорьевич Николаев. Паян чанагахта пиде палыгун, шалынбада ебир спорт воиземде иртерне, терлетесле шашкаба, шахматпа воизене иртерне. Унзырбушне ебир вунбирмыш августра иртердимер, вол космоза вещегайнине алы биллик шулне палы дурамыр. Кумын бирге галать, кугалать чавна ебир унын ятне яланах асрадыца черегуднije азын забурнат бар, вол яланах чыры, пирен чаваш халық инже, унзырбушне пирен пада килеше унын юлдажы зем космонавтсем, кам премеш бригадра булна, халвищен пурнашевзем, вот волыны в кильзигаре хаен мажырыбе, унын мажыры пиде творчества шигыны жин писатель, вот вол книге жирна, вот вол парзаварчы мана княгине пуксадухрам, вот чын-чын мәлле булна, космоза шегай чен везене мәлле хадирлене, мәлле терле десли еврлық сене читается она унда вещирна. Шавнамай небе калашын шамрық сене, шанахахта шак теслихе шуда хурза, хаклаза, пирен чаваш шамрығы зен, ыры сем думала, пулдарулы болмала, маттур болмала, ишшен болмала, бірне біре юрат сабырынмала десе калашын. Варай бір тат далайхра пурма булдарат по десе калашын. Скажите, а чему вы лично научились у Андрея Григорьевича? Лично чего? Чему вы лично научились у Андрея Григорьевича? Это я когда в школе учился, Андрей Григорьевич Николаев приходил в нашу школу. Не только в нашу школу. Я вот еще раз могу подчеркнуть, он очень любил свою чувашскую землю, село Шоршило, и всегда общался, разговаривал с людьми. Вот это одна из таких ключевых, показательных черт была. С другой стороны, вот когда в школе мы учились, смотрели, он же в форме, в орденах и медалях, когда рассказывает, как космос, мы смотрим звезды, вселенная, значит, а он же покорил это все. Вот столько надо было мужества иметь. Но, конечно, только штучные личности могут быть таким героем, таким национальным лидером, хочу сказать и подчеркнуть. Я научился, наверное, трудолюбию, то, что родители воспитали, и его пример послужил. Наши летчики, наши герои, как вот Николай Федорович говорил, постоянно же говорит, я вот последовал примеру Андрея Григорьевича Николаева. И тем самым у нас заводы получили развитие, потом отдельные уроженцы нашей Чувашской республики тоже стали героями Советского Союза, героями России. Вот это показатель того. Надо быть целеустремленным, надо быть трудолюбивым, и к цели надо идти и до конца мечты довести до конца, чтобы они сбылись. Тогда удовлетворение всегда будет. Пойдем машину посмотрим.